Наша пресс-конференция сегодня посвящена подведению итогов работы дорожной отрасли в 2011 году и тем перспективным направлениям развития, которые мы планируем на 2012 год. Надо, наверное, начать с того, что 2011 год – это год, в котором объем ассигнований на дорожную отрасль вырос почти на 25% по сравнению с 2010 годом и почти в 2 раза, чем в 2009 году. Основные направления средств дорожной отрасли в 2011 году были направлены на ремонт. Это порядка 1 280 миллионов рублей, что составляет 36,6%. Строительство – это 1 184 миллиона рублей или 33,8%. И содержание автомобильных дорог Республики Коми – это 677 миллионов, что составляет 19,3%. Также направлены субсидии в прошлом году местным бюджетом на содержание и ремонт в сумме 237 миллионов рублей. В 2011 году протяженность отремонтированных дорог регионального и местного значения составила 73,5 километра, отремонтированных и искусственных сооружений порядка 471 погонного метра. Ремонтные работы проводились на участках автодороги Сыктывкар-Ухта, Вагвазино-Яринск, Кожево-Озерный и небольшие участки были в Усть-Коломском районе. Было отремонтировано несколько мостовых сооружений в Устинском, Прилузском районе, несколько деревянных мостов, отремонтировано 5 труб, и была произведена установка искусственной неровности, так называемые лежачие полицейские, в количестве 19 штук. Объем финансирования на строительство дорог, как я уже сказал, составил в 2011 году 1 184 миллиона рублей. Но основные направления постройки, наверное, всем известно, это все-таки автодорога Сыктывкар-Ухта, Устинск-Нарьян-Мар. Были продолжены работы по направлению поселок Керки, река Камбантевис и река Камбантевис, Малая Пера. Приоритетное направление в 2012 году по строительству также является у нас дорога Сыктывкар-Ухта, Печора, Устинск-Нарьян-Мар. Основные объемы финансирования будут производиться по участку так называемого серпантина. Это Керки, река Камбантевис, Камбантевис, Малая Пера. Планируется, что в конце 2012 года мы позволим дать рабочее движение по данному направлению. И к концу 2012 года, так сказать, уйдем от эксплуатации этого пресловутого серпантина. В 2013 году планируем сдачу данного участка. Соответственно, Ижинский и Уссурийский район получит связь с дорогами Ухтинского и южных районов Республики Коми. Также будем продолжать строительство автомобильной дороги Айкино-Кослан на участках Жайка-Яринга и Яринга-Волжский. Общий объем финансирования в 2012 году составит 412 миллионов рублей. Планируется завершение, как я уже сказал, 2 мостовых переходов. Это мостовой переход через реку Ачим и мостовой переход через реку Вычегда. Также планируем построить новый мост через реку Тимша. Планируется реконструкция 14 деревянных мостов в Усть-Коломском, Мудрском, Книжпогосском и Кайгородском районе. Общий объем содержания 2012 года на сегодня планируется порядка 1 миллиарда рублей. Хочется отметить, что данный объем ассигнований на содержание увеличен по сравнению с прошлым годом на 30%. То есть, что позволит нам увеличить объем по карточному ремонту, прежде всего, и по ремонту, по ямочному ремонту, порядка на 30%. Дорожный фонд создан в 2011 году. Прежде всего, опять хочу подчеркнуть, что дорожный фонд – это не организация с определенной численностью и с определенным функционалом. Это, прежде всего, защищенная строка в бюджете. Дорожный фонд на сегодня составляет 2 995 миллионов. Источники создания дорожного фонда – это у нас транспортный налог и акцизы топливные. Мы в этом году разделяем дорожный фонд и дополнительные источники для ассигнования направлены на дорожную отрасль.
Что касается субсидий муниципальных образований, то субсидии на содержание на зимние ледовые переправы, они уже распределены. Что касается дополнительных субсидий на капитальный ремонт, то эти субсидии проходит конкурсный отбор, поэтому до 15 февраля мы ждем от муниципальных образований определенный пакет документов для того, чтобы определить те муниципальные образования, которые в данной ситуации и в этом году получат дополнительное ассигнование. Хочу больше сказать, что в связи с принятием закона в конце года сейчас 15% от общего объема дорожного фонда должны направляться по 3 направлениям. Это дворовые территории, дороги общего пользования, местного значения, подъезды к сельским населенным пунктам. Данный вид субсидий будет распределяться у нас только после апрельской сессии, поскольку бюджет был принят до принятия данного закона. Соответственно, все ассигнования, которые будут перемещены в рамках этих субсидий, так называемые 5 плюс 5 плюс 5, они будут распределяться уже после апреля. Ну, то есть еще дополнительно к тем 638 миллионам, которые мы уже запланировали, не из дорожного фонда, а из других источников, они будут дополнены еще 480 миллионами рублей, которые мы распределим уже на апрель. То есть общий объем финансирования направленный на муниципальное образование будет где-то порядка миллиарда в этом году.